Добрый день, уважаемые коллеги. Мы начинаем работу нашего совещания для участников проекта 500+. Пожалуйста, дайте в чате обратную связь, хорошо ли нас слышно, хорошо ли нас видно. Слышно ли, видно ли? Пожалуйста, в чате обозначьте. Так, все хорошо. Замечательно. Итак, коллеги, мы рады поздравить вас с началом нового учебного года. И сегодня мы поговорим о том, каким образом мы с вами завершили первое полугодие нашей с вами совместной деятельности. Поговорим об итогах реализации проекта 500+, не только в 2022 году, но и рассмотрим также результаты, которых достигли школы 2021 года на основании результатов государственной итоговой аттестации. Да, это ОГЭ, это ЕГЭ, которые сдавали ребята школ участников проекта 2021 года, 2022 года. И в конце рассмотрим мероприятия, которые ждут нас с вами во втором полугодии. Это и мероприятия федерального оператора, и мероприятия, которые проводим мы, Коми-Республиканский институт развития образования. Но прежде чем мы с вами начнем, я хочу напомнить вам, что у нас осуществляется информационно-методическая поддержка проекта. Работает телеграм-канал, называется он 500+ Коми. Я вижу пока в этом телеграм-канале только 25 участников, не все из вас к нему подключены. В этом телеграм-канале мы публикуем интересную информацию и от федерального оператора, и ту информацию о тех событиях, которые происходят в нашей республике в рамках проекта 500+. Также напоминаем о том, что функционирует платформа «Мобильный методист», и мы еще ждем и надеемся, что на этой платформе появятся все-таки визитные карточки школ участников проекта 2022 года. Вы можете посмотреть примеры, как сделали это участники 2021 года, как это делали участники проекта «Эффективная школа». И, конечно, мы говорим о том, что некоторые наши мероприятия мы осуществляем через платформу «Сферум». На платформе «Сферум» также сформирован класс проекта, называется класс 2.500+, и там есть также чат о мероприятиях. Ну, «Сферум» мы не так часто используем, вот основные наши каналы – это телеграм-канал, платформа «Мобильный методист» и, конечно, это наша электронная почта. Также, коллеги, хочу напомнить о том, что с вами работают специалисты института. Консалтинговая группа проекта всегда готова помочь каждому участнику проекта, который обращается к ним. Анжелика Васильевна Волкова, заведующий Центром воспитания и социализации личности, поддержки детских и молодежных инициатив дополнительного образования. Ирина Дмитриевна Новикова, заведующий кафедрой естественно-научного образования. Ну, здесь еще раз напомню, да, те школы, которые за каждым из членов консалтинговой группы закреплены. Рада представить нашего нового члена профессиональной команды Нина Александровна Дуркина, которая сейчас выполняет функции заведующего Центром научно-методического сопровождения инновационной деятельности, конкурсного движения, программ и проектов в области образования. Пришла она к нам на смену Александру Викторовичу Аверину. И Светлана Анатольевна Ныркова, заведующий Центром аттестации педагогических работников, также совместно с вами работает в рамках нашего проекта. Консалтинговая группа ждет именно ваших обращений, да, то есть она работает по запросам. Вы обращаетесь со своей проблемой, коллеги с вами отрабатывают, ищут совместно с вами пути решения вашей проблемы. Коллеги, я думаю, что вы помните, что мы с вами отрабатывали все мероприятия в первом полугодии, и при этом у нас были также контрольные точки по заполнению различных концептуальных документов, антирисковых программ. Мы с вами формировали документы, подтверждающие проведение мероприятий антирисковых программ, и все это мы отражали в нашей информационной системе мониторинг электронных дорожных карт. На основании нашей с вами работы в этой системе федеральный оператор проекта ФИОКа провел в июне второй мониторинг вовлеченности субъектов Российской Федерации в реализацию проекта 500+. И вот сейчас, коллеги, мы с вами поговорим о результатах этого второго мониторинга. В чем-то они нас с вами радуют, но есть и различные проблемные точки, о которых сегодня мы с вами поговорим и подумаем, как нам совместно из этих ситуаций выбираться, как эти проблемы решать. Мониторинг проводился вот по трем основным направлениям. Это содержательный мониторинг, куда входила экспертиза реализации региональных планов графиков дорожных карт адресной поддержки школ участников проекта.
и качество предоставленных школами и участницами подтвержденных документов по итогам выборочной экспертизы. По первому компоненту у нас все хорошо. Мы показали все те мероприятия, которые мы сами совместно осуществляли. Мы представили региональные документы, подтверждающие их проведение. А вот по второму параметру есть у нас некоторые проблемы. Дальше мы об этом поговорим. Второй компонент – это организационный мониторинг. Оценивалась работа кураторов по сопровождению школ, обеспечение охвата участников проекта проводимым опросом, трансляция успешных управленческих практик на всех уровнях. И, конечно, это активация информационной системы мониторинга электронных дорожных карт, то есть соблюдение сроков активации базовых направлений ВСМЭДок на отчетную дату. Коллеги, мы рады, что сегодня с нами уже 37 человек на данную минуту работают. Это и участники проекта, очень рады вас всех видеть. Это и кураторы школ, мы видим, да, и не так много, но муниципальные координаторы тоже с нами сегодня присутствуют. Коллеги, включайтесь, пожалуйста, в нашу совместную работу. Так, ну и теперь давайте посмотрим по каждому из направлений мониторинга. Качество предоставленных школами участницами подтверждающих документов по итогам выборочной экспертизы оценивалось по 3 критериям. То есть экспертиза была выборочная. Не все 29 школ проверялись несколько школ региона. 3 критерия. Первый критерий – это в антирисковых программах должна обязательно быть дорожная карта. Что она из себя представляет? Это таблица мероприятий по реализации программы антирисковых мер. При этом, обратите внимание, да, оценивается, что должна быть указана конкретная дата реализации каждого мероприятия. И оценивается полноценность дорожной карты. То есть весь перечень мероприятий должен быть представлен в виде таблицы с разделами, которые были рекомендованы в методических рекомендациях, представленных ФИОКом. То есть указаны задачи, указано название мероприятия, конкретный срок реализации с точной датой, показатели реализации мероприятия и ответственность за мероприятие. У многих школ, которые были подвергнуты вот этой выборочной экспертизе, выявились проблемы и в этом критерии тоже. Да? Где-то, может быть, задача была сформирована не очень корректно, а где-то нечетко было прописано название мероприятий. Конкретный срок реализации, коллеги, вот здесь вот проблема у большинства школ. Да? Мы пишем просто там с ноября, с февраля по апрель. Нет, требуется четкая дата. Либо хотя бы до недели, на первой неделе апреля. Хотя бы так, если вы четкую дату установить не можете. Если у вас написан там май, сентябрь, то ФИОКа оценивает это в 0 баллов. Показатели реализации мероприятий тоже должны быть очень четко прописаны. Второй критерий – это подтверждающие документы, которые должны соотноситься с мероприятиями дорожной карты антирисковой программы. Оценивается объективность подтверждающих документов с мероприятиями дорожной карты. То есть, что те документы, которые вы представили, они действительно соответствуют мероприятиям, которые вы указали в дорожной карте. У некоторых школ получилось так, что дорожная карта сама по себе, а подтверждающие документы сами по себе, мероприятия, которые в дорожной карте описаны не были. И доля реализованных мероприятий должна соответствовать запланированным мероприятиям на отчетную дату. То есть если у вас там стоит дата конкретно, либо хотя бы указан месяц май, то ваши подтверждающие документы должны соответствовать этим мероприятиям. А если у вас мероприятие было на май запланировано, но подтверждающего документа нет, значит тоже минус балл. Третий критерий: подтверждающие документы должны позволять подтвердить факт реализации мероприятия антирисковой программы. Да? То есть это документы, которые подтверждают проведение мероприятия. Да? То есть не приказ о проведении, а приказ об итогах, если уж о том говорить. То есть документы позволяют установить эффект реализации мероприятия и установить результат реализации мероприятия. Вот по таким критериям выборочная экспертиза была проведена. И, коллеги, давайте посмотрим, какой у нас итоговый балл получился по тем школам, которые были проверены. Максимум можно было здесь набрать 8 баллов. Соотношение запланированных мероприятий к реализованным мероприятиям оценивалось от 0 до 19, до 24% это 0 баллов. Ну и дальше вы видите градацию. Те материалы, которые были проверены по республике, здесь всего 19% мероприятий было подтверждено. Что было запланировано и что проведено. Только 19% соответствия.
Поэтому здесь 0 баллов мы с вами получили. И также в документах должны быть поставлены задачи, да, в дорожных картах, сформированы показатели деятельности, определены конкретные сроки, подтверждающие документы должны соотноситься с мероприятиями, подтверждающие документы должны позволять подтвердить факт реализации антирисковой программы. 5 баллов можно было набрать по этим показателям. Ну, посмотрите, что у нас отмечается, что не сформированы 3, 4 и 5 показатели. Не определены конкретные сроки, подтверждающие документы не в полной мере соотносятся с мероприятиями, прописанными в дорожной карте. То есть прописали одно, провели другое. И 5 показатель, да, то, что подтверждающие документы не позволяют подтвердить факт реализации антирисковой программы. Коллеги, вот благодаря тем школам, которые попали в выборочную проверку, республика в целом набрала из 8 возможных баллов всего 2 балла. Ну и, соответственно, в красной зоне мы с вами оказались. Что теперь нам делать? Давайте подумаем. И какие задачи мы для себя поставим на основании результатов этого мониторинга. Чуть позже тоже мы с вами обсудим и обобщим. Посмотрим следующий показатель мониторинга, следующее направление. Это работа кураторов по сопровождению школ в информационной системе мониторинга электронных дорожных карт. Коллеги, мы с вами неоднократно говорили о том, что куратор должен комментировать все свои действия в чате. Оценивается это в 1 балл. Но дальше я покажу вам анализ нашей с вами деятельности совместной. Только несколько человек из числа кураторов комментируют свои действия. Остальные скромно молчат. Мы, конечно, понимаем, что вы взаимодействуете со своими школами, да? Вы используете другие какие-то возможности, вы по телефону общаетесь, по электронной почте. Наверное, кто-то из вас и в онлайне работает, кто-то и работает непосредственно очно, друг с другом сидите за одним столом. Но, тем не менее, комментарии в информационной системе, они тоже очень важны, потому что только по комментариям в информационной системе федеральный оператор может отследить, что вы действительно во взаимодействии вступаете. Федеральный оператор ведь не видит, как вы встречаетесь. Федеральный оператор не слышит ваши телефонные разговоры. Мы тоже этого не слышим. Да? Мы тоже можем увидеть только в личном кабинете в информационной системе. Поэтому, коллеги, пожалуйста, подтверждайте документ, пишите, все хорошо, да, вы учли все рекомендации, все соответствует методическим рекомендациям ФИОКа. Отправляйте на доработку, пропишите, пожалуйста, почему отправляйте на доработку, на какие направления школа должна обратить внимание, почему и что она должна доработать. Конечно, есть кураторы, которые все это осуществляют. Очень подробные есть комментарии у отдельных кураторов, я потом скажу, кто это. Но, тем не менее, все это необходимо выполнять. И мы видим, да, что антирисковые программы и подтверждающие документы должны быть согласованы в установленные сроки. Здесь можно получить 1 балл. И подтверждающие документы должны быть согласованы как соответствующие методическим рекомендациям, позволяющие подтвердить факт реализации мероприятия антирисковой программы. Смотрите, коллеги, вот по всем этим 3 параметрам мы получили только 1 балл. И мы предполагаем, что мы получили балл вот только по первому компоненту, что все в установленные сроки согласованы. Не всегда те документы, которые школа представляет, соответствуют всем требованиям. Не всегда все соответствует требованиям чек-листа, а куратор бывает, что ставит отметку о подтверждении. И вот выборочная экспертиза, она как раз получилась так, да, что попала именно на те школы, где вот это вот несоответствие федеральный оператор выявил. Следующий параметр мониторинга – обеспечение охвата участников проекта проводимыми опросами. Здесь, коллеги, общими с вами усилиями, спасибо муниципальным координаторам, спасибо кураторам, мы с вами довели показатель до 100%. Все участники проекта приняли участие в опросах. Всем спасибо за это. И здесь мы с вами свои баллы набрали, 100% у региона, и мы с вами здесь в зеленой зоне. Подготовка и трансляция успешных управленческих практик на всех уровнях реализации проекта. Коллеги, несколько раз мы с вами обсуждали, говорили об этом. Мы предлагали вам направить успешные практики по результатам выступлений на международной методической конференции. Только один муниципалитет, одна команда 2021 года откликнулась на это и представила свои материалы. Но, к сожалению, было уже поздно, и в рейтинге 2.0 они учтены не были, да, поэтому по этому показателю мы тоже получили 0 баллов.
хотя могли бы 1 балл заработать хотя бы. И также оценивалось соответствие плану графику ведения информационной системы мониторинга электронных дорожных карт. Здесь мы с вами постарались, напряглись, выдержали все сроки. Все школы региона подтвердили свои действия в разделе «Стартовая диагностика». Школ с неподтвержденными мерами у нас с вами не было на дату мониторинга. Все меры школами были размещены, информация по всем мерам, кураторы все согласовали. По доработке на дату мониторинга никаких материалов не было направлено, и все меры были подтверждены на первом этапе мониторинга. Здесь 100% мы с вами набрали, в зеленой зоне оказались, здесь всем спасибо. Но тем не менее, как мы видим, да, что все-таки содержательно мы где-то с вами еще не в полной мере отрабатываем. И, коллеги, вот мы провели анализ выполнения дорожной карты проекта по состоянию на 12 сентября. Мы видим, вот последний столбик, как куратор работает со школой в информационной системе. Очень активно взаимодействует куратор со школой Ларионова, со школой имени Ларионова города Емвы. Активно идет взаимодействие со школой Грива. Куратор работает. Активно идет взаимодействие в команде Сыктывкара. Ну, 2 школы, да, кураторы очень хорошо комментируют все материалы, представленные школами. В Троицко-Печорском Нина Александровна Исакова работает, которая сама из Ухты, прошу прощения. Здесь, ну, это уже опытный куратор, да, поэтому есть опыт, тем не менее. Взаимодействие выстраивается в информационной системе. Команда Усинска взаимодействует в информационной системе. Усть-Илимский район и Ухта. Коллеги, вот остальные кураторы не дают содержательных комментариев по документам, размещенным школами. Коллеги, вот будет проводиться сейчас 3-й мониторинг вовлеченности субъектов. Будет проводиться он в октябре, в ноябре. Давайте покажем, что мы с вами эту работу выстроили. Что кураторы со школами в информационной системе совместно работают и комментируют все действия школ. Ну что, коллеги, какие рекомендации в целом мы можем с вами сформулировать по итогам анализа результатов? Вот вы для себя какие задачи бы сейчас поставили? Можете написать в чате, что делать нам вместе с этими результатами. Что делать куратору, что делать муниципальному координатору, что делать школе. Вот каждый со своей позиции, пожалуйста, в чате обозначьте, какую задачу вы для себя поставите. А потом посмотрим, какие задачи мы сформулировали. Пожалуйста, 2 минутки на то, чтобы спроектировать свои дальнейшие действия. Что нам делать, чтобы к следующему мониторингу вовлеченности показать высокие результаты. Так, мы всех отметили, кто у нас присутствует? Всех. Кибернетскую школу отметили. Угу. СОШ номер 1 в Ухты. Присоединилась к нам, отметили. Угу. Татьяна Михайловна с нами. Так, усилить взаимодействие с куратором. Екатерина Руслановна предлагает. Хорошо. Угу. Куратору осуществлять комментарии в чате. Да, очень плотно, постоянно сотрудничаем. Замечательно. Доработать дорожную карту. Хорошо, Марина Николаевна. Скорректировать сроки проведения мероприятий в соответствии с эмпирической профильной программой. Угу. Так, и прозрачно и чаще общаться с участником. Хорошо, Лариса Владимировна, принимается. Ангелина Сергеевна, изучить опыт других школ по данному рисковому профилю. Угу. Так. Ага. Эльвира Александровна, да, замечательно будете комментировать. У вас уже там какая-то работа была начата со школой, ну, дальше продолжаем эту работу. Да. Усилить работу с куратором. Конечно,
очень важно, да, взаимодействие именно с куратором. Куратор, он и призван помогать школе. Куратор курирует школу, куратор помогает школе вести изменения в дорожную карту. Замечательно, коллеги. Действительно, именно эти действия мы с вами и должны будем осуществить в ближайшее время. ФИОКа нам дает возможность провести еще раз экспертизу своих концептуальных документов антирисковых программ и при необходимости их доработать. Итак, коллеги, кураторы, у вас есть возможность увидеть все документы школ. Муниципальные координаторы, коллеги, пожалуйста, в чате откликнитесь, есть ли у вас доступ в личный кабинет, видите ли вы документы школ. Муниципальные координаторы. Елена Владимировна, Усинск. Татьяна Михайловна, у вас, наверное, пока логина и пароля нет у куратора. Так, Марина Николаевна видит. Да, коллеги, вот действительно, раз вы все видите, то вы тоже, пожалуйста, подключитесь, помогите школьным командам. Муниципальные координаторы, да, совместно с кураторами проанализируйте те документы, которые у школ размещены. Да, при необходимости отправьте на доработку для того, чтобы школа могла с этими документами поработать. И обязательно прокомментируйте в чате, что школа должна сделать. Хотя бы кратко в чате, более подробно, конечно, уже можно по телефону, либо по электронной почте при личной встрече. И, конечно, очень важно проверить, чтобы вот те подтверждающие документы, которые школа загрузила, они соответствовали тем антирисковым мерам, которые прописаны в программе. То есть если школа провела какое-то мероприятие, которое не было учтено в антирисковой программе, есть возможность его добавить в антирисковую программу. Если, на ваш взгляд, это мероприятие способствует минимизации этого риска, да, если оно соответствует данному направлению. Ну и, конечно, школам, да, тоже нужно провести экспертизу представленных документов, доработать и разместить при необходимости. Мы с вами помним механизм, да, как мы работаем в системе ИСМЭДОК. Куратор должен нажать кнопочку «Отправить на доработку». Только после этого школа может документы заменить. Удаляем старый документ, загружаем новый документ. Лучше так сделать. То есть если у вас идет полностью замена. Если вы что-то дополняете, то можно еще один документ добавить, вот, например, в подтверждающих документах. Коллеги, посмотрите, сроки у нас небольшие. Мы писали вам по электронной почте о том, что необходимо эту работу провести еще в начале сентября, в конце августа, когда ФИОКа нам эту задачу поставил. Разработана памятка по доработке антирисковых программ. Мы ее всем школам направили, и сейчас здесь мы ее тоже вам еще раз продемонстрируем. Вот она, памятка по доработке антирисковых программ. Здесь все очень хорошо, конкретно ФИОКа расписали. Да? То есть коллеги летом не отдыхали, коллеги летом думали, как нам с вами помочь. И все это прописали очень доходчиво, на наш взгляд. Да? И мы думаем, что сейчас у вас уже проблем возникать не должно. То есть вот все ошибки, которые возникают у школ, здесь разобраны. И мне даже показалось, что есть фрагмент карты одной из наших школ. Посмотрите внимательно, кто-то, может быть, себя здесь увидит. То есть вот на основании этой памятки вы проводите экспертизу своих антирисковых программ. И также можно использовать рекомендации, которые ФИОКа разработала по взаимной экспертизе антирисковых программ и мер. Что ФИОКа рекомендует, да, в памятке самое основное? Нужно проверить свои антирисковые программы на соответствие цели, задач, показателей, результаты, используя памятку. Да? То есть у нас вот эта вот логическая связка должна выстраиваться. Из цели вытекают задачи, под каждую задачу показатель, результат по каждому показателю. Также нужно сверить структуру дорожных карт с методическими рекомендациями. Возможно, какой-то раздел у вас выпущен, поэтому получили мы низкие баллы. Определить конкретные даты реализации мероприятий, коллеги. Пожалуйста, определитесь с датами. Если вы предполагаете, что у вас там в течение месяца мероприятие проходит, то поставьте последний день месяца. 31 августа поставили. Пожалуйста, вот конкретно уже дата есть. На эту дату уже точно результат должен быть. Привести в соответствие с методическими рекомендациями памяткой показатели мероприятий. Да? То есть посмотрите, согласуются ли ваши показатели с теми показателями, которые в вашей среднесрочной программе прописаны. Иногда бывает и такое, да, что не в полной мере идет соответствие показателей между вашими различными документами.
Проверьте количество мероприятий, которые заявлены в дорожной карте, и те, которые по факту у вас выполнены. Если чего-то не хватает из того, что вы выполнили в дорожную карту, добавьте, пожалуйста. Убедитесь, что подтверждающие документы, они действительно соответствуют тем мероприятиям, которые заявлены в дорожной карте. Да? То есть, ну, если вдруг вы что-то провели, как мы уже сказали, да, но этого в дорожной карте не было, добавьте лучше в дорожную карту. Убедитесь, что документы действительно подтверждают факт проведения мероприятия. То есть не приказ о проведении, а приказ об итогах. Можно, конечно, и то, и другое. Многие школы поступают так, что много документов у них имеется о выполненных действиях. Да? Они в один файл все это сводят, и мы можем увидеть, что у вас есть приказ о мероприятии и приказ об итогах мероприятия. Все это в одном документе сведено. Это тоже хорошо. На что мы с вами можем ориентироваться? Рекомендации ФИОКа, критерии анализа концепции развития прописаны. Да? Все ли риски рискового профиля, которые имеют статус высокий, вами представлены в вашей концепции развития? Объективна ли оценка рисков? Приведены ли ссылки на самообследование и другие источники информации? Вот, возможно, это отсутствует в ваших документах. Представлены ли результаты оценочных процедур? У многих школ все это очень подробно прописано, но на всякий случай проверьте. Вдруг что-то вы из этого упустили. В вашем рисковом профиле наверняка имеются риски, которые имеют статус средний. Насколько они представлены, насколько они проанализированы в ваших концепциях развития. И представлено ли обоснование этих рисков, которые вы выбрали для работы, насколько логично это обоснование, достаточно ли оно аргументировано. Конечно, мы с вами уже количество выбранных рисков изменять не сможем, потому что все это уже зафиксировано в информационной системе, и назад дороги нет. Вот эту вот проверку необходимо осуществить, и если вдруг недостаточно обоснования, то можно это еще дополнить. По среднесрочной программе развития на что необходимо обратить внимание, то что задачи должны быть направлены на достижение заявленных целей. Смотрите, да, насколько решение задач приближает вас к достижению цели, а цель – это профилактика проблемы в соответствии с выбранным вами риском. Насколько корректно сформулированы эти задачи и насколько решение этих указанных задач достаточно для того, чтобы школа перешла в эффективный режим функционирования. Может быть, не все задачи вы прописали. Может быть, вы чувствуете, что что-то еще нужно дополнить. Да? То есть вот сейчас у нас с вами по прошествии уже первого полугодия может несколько измениться наш взгляд на вот те концептуальные документы, которые мы с вами сочинили в апреле. И что-то вы бы уже переформулировали, сделали по-другому, исходя, может быть, уже из тех мероприятий, которые вы осуществили. Да? Вы приобрели уже определенный опыт, обменялись опытом с другими школами, послушали вебинары, на которых был представлен опыт других регионов, и вы видите, что есть еще и какие-то другие пути и какие-то задачи, которые вы на первом этапе проекта не увидели. Да? То есть вот сейчас у нас с вами есть уникальная возможность это дополнить, доработать. Правда, времени у нас совсем немного. И по антирисковым программам основной критерий, что должен быть указан конкретный перечень разработанных и подготовленных мер для решения поставленных целей и задач. Должны быть адекватные показатели, должны быть отмечены сроки, должны быть ответственные лица. То есть мы с вами помним, что мероприятия – это конкретные шаги, конкретные действия, которые в определенное время происходят в определенном месте и имеют конкретный конечный результат. А для того, чтобы решить задачу, необходим, как правило, бывает комплекс мероприятий. Одного мероприятия бывает недостаточно. То есть все это указано в тех методических рекомендациях ФИОКа, которые нам с вами были направлены. И очень важно, чтобы мы эту работу с вами осуществили. А дальше мы будем говорить о том еще, почему важно данную работу осуществить, потому что мы сами должны будем принять участие еще в некоторых мероприятиях, которые для нас подготовил ФИОКа. Итак, коллеги, вот мы с вами рассмотрели основные результаты нашего с вами участия в проекте на основе результатов второго мониторинга вовлеченности регионов в проект. Коллеги, есть ли какие-то вопросы у вас по этой части нашей сегодняшней встречи? Вот, коллеги, если я вернусь сейчас на несколько слайдиков назад, вот здесь мы видим, да, что была выборочная экспертиза
проведена у конкретных школ, и это все отражено тоже в информационной системе ИСМЭДОК. Я вижу, например, что заходил федеральный оператор и проводил экспертизу документов. Вот школа Вуктыла, экспертиза проходила в апреле, школа имени Ларионова в апреле попала на экспертизу, школа Грива попала на экспертизу в июне. То есть, коллеги, вот у вас точно что-то не в порядке. Надо все посмотреть, проверить. Также на экспертизу попала у нас школа Луговой в апреле. В апреле Ясныхская школа попала на экспертизу. А школа номер 38 Сыктывкар. Нижняя Омра в июне была выборочная экспертиза. Кибаньёльская школа в апреле. Целимская школа в июне. И школа номер 5 город Ухты в июне. То есть, коллеги, обратите внимание, вот особенно эти образовательные организации должны обратить внимание на свои документы, размещенные в информационной системе. Ну и, конечно, все другие тоже должны эту работу провести, по крайней мере, экспертизу. Да, коллеги, вот видим, Светлана Алексеевна пишет, что не видит презентацию. Коллеги, что у остальных? Пожалуйста, обратную связь дайте. Кто-то еще не видит презентацию? Или все хорошо у остальных коллег? Так, остальные все видят. Светлана Алексеевна, попробуйте перезагрузить и еще раз войти. Хорошо, все нормально. Так, ну что, коллеги, есть ли вопросы вот по данной части, по итогам мониторинга вовлеченности школ в проект? Какие конкретные замечания выдвинули федералы? Конкретных замечаний, коллеги, мы с вами не видим, но понимаем, что вот именно по тем критериям, по которым проводилась оценка, мы получили низкий балл. То есть надо поработать над содержанием концептуальных документов и над соответствием подтверждающих документов дорожным картам, представленным в антирисковых программах. Вы, когда проанализируете еще раз свои документы, вы увидите, что, возможно, именно в вашей школе такое несоответствие выявляется. А может быть, у вас все хорошо. То есть надо еще раз зайти, все хорошо проанализировать в соответствии вот с теми методическими рекомендациями, которые федералы дали. То есть, когда мы с вами методические рекомендации открываем и пошагово смотрим, вот задачи, должно быть так, а у нас вот так. Наверное, что-то не сходится. Или наоборот, все хорошо. То есть вот пошаговую вот эту экспертизу проведите на основании методических рекомендаций того чек-листа, который ФИОКа для нас разрабатывал. Так, коллеги, есть ли еще вопросы? То есть конкретных замечаний они нам не присылают. Можете на помощь муниципального координатора призвать и, конечно, члена консалтинговой группы, наших специалистов, совместно проанализировать в одной команде, проработать. Все это можно осуществить. Так, ну что ж, коллеги, хорошо. Если больше вопросов по данной части нет, то мы с вами переходим к следующей части. В качестве основного результата нашего проекта 500+, мы с вами говорили на наших первых встречах, выступает повышение качества образования в школах. А какой основной показатель достижения качества образования? Это, конечно, результаты оценочных процедур, которые наши обучающиеся демонстрируют. Прежде всего, это внешние оценочные процедуры, да, это всероссийские проверочные работы, это результаты ОГЭ, это результаты ЕГЭ. Коллеги, мы провели большой анализ результатов оценочных процедур и постарались выявить динамику школ участников проекта. То есть мы посмотрели все 25 организаций, которые участвовали в 2021 году, и все 29 образовательных организаций, которые являются участниками проекта в 2022 году. Мы проанализировали результаты ОГЭ и ЕГЭ за 2020-2022 год. В целом мы, конечно, посмотрели все школы, которые входили в списки Рособорнадзора 2019-2021 года, но вот особое внимание в рамках нашего совещания мы уделяем именно участникам проекта 500+. И дальше я хочу передать слово Нине Александровне Дуркиной, которая нам расскажет о том, какие мы с вами результаты получили. Коллеги, добрый день. Обратимся с вами к цифрам. Следующий слайд. Да? В 2021 году в проекте 500+, приняли участие 25 школ. В таблице представлены данные по результатам ОГЭ 2021-2022 года по математике и русскому языку на основании расчета доли обучающихся, продемонстрировавших
овладение базовым и высоким уровнем предметной подготовки. Зеленым цветом выделена положительная динамика результатов. По каждой образовательной организации указана доля обучающихся, достигших базового или высокого уровня предметной подготовки. В 2021 году базового уровня предметной подготовки по русскому языку достигли 100% обучающихся в 22 образовательных организациях. В 2022 году 19 образовательных организациях. 3 школы демонстрируют положительную динамику. 5 школ демонстрируют отрицательную динамику. В 2021 году высокого уровня предметной подготовки по русскому языку достигли 100% обучающихся в 4 образовательных организациях. В 2022 году в одной образовательной организации. Достижение высокого уровня предметной подготовки по русскому языку более чем 50 обучающихся в 2021 году демонстрируют 17 школ. В 2022 году 16 школ. 7 школ демонстрируют положительную динамику. Синегорская средняя общеобразовательная школа демонстрирует достижение и базового, и высокого уровня предметной подготовки по русскому языку 100% обучающихся. В 2021 году базового уровня предметной подготовки по математике достигли 100% обучающихся в 21 образовательной организации. В 2022 году в 5 образовательных организациях. Одна школа демонстрирует положительную динамику. Это школа села Пожек. 18 школ демонстрируют отрицательную динамику. Это мы видим в таблице. В 2021 году высокого уровня предметной подготовки по математике достигли 100% обучающихся в одной образовательной организации. В 2022 году ни в одной школе. Достижение высокого уровня предметной подготовки по математике более чем 50% обучающихся в 2021 году демонстрируют 5 школ. В 2022 году 3 школы. Отсутствуют обучающиеся с высоким уровнем предметной подготовки обучающихся по математике. В 2021 году в 6 школах. В 2022 году эта цифра повторяется. 8 школ демонстрируют положительную динамику. В следующей таблице представлены данные по результатам ЕГЭ 22, 21, 22 год. Года по математике и русскому языку. Если в ячейке стоит прочерк, это значит, что обучающиеся не сдавали экзамен по предмету. Обучающиеся в 3 общеобразовательных организациях ЕГЭ в 2020, 2021, 2022 году не сдавали. В 2020 году базового уровня предметной подготовки по русскому языку достигли 100% обучающихся в 19 образовательных организациях. В 2021 году 18, в 2022 эта цифра повторяется в 18 образовательных организациях. Положительную динамику в 2021 году по сравнению с 2020 годом не демонстрирует ни одна школа. 17 общеобразовательных организаций сохранили долю 100%. Отрицательная динамика отмечается в 2022 году в одной общеобразовательной организации. В 2020 году высокого уровня предметной подготовки по русскому языку достигли 100% обучающихся в 5 образовательных организациях. В 2021 году в 4, это все в таблице можно увидеть. В 2022 году в одной организации. Достижение высокого уровня предметной подготовки по русскому языку более чем 50 обучающихся в 2020 году демонстрирует 12 школ. В 2021 году тоже 12 школ, в 2022 13 школ. Положительную динамику в 2021 году в сравнении с 2020 годом демонстрирует 9 школ. В 2022 эта цифра повторяется, тоже 9 школ. 8 школ демонстрируют отрицательную динамику. В 2020 году базового уровня предметной подготовки по математике достигли 100% обучающихся в 11 образовательных организациях. В 2021 году в 14, в 2022 в 15. Положительную динамику в 2021 году в сравнении с 2020 годом демонстрирует 5 школ. 9 общеобразовательных организаций сохранили долю 100%. Отрицательная динамика отмечается в 2022 году в 2 образовательных организациях. В 2020 году высокого уровня предметной подготовки по математике достигли 100% обучающихся в 2 образовательных организациях. В 2021 и в 2022 году тоже по 2 образовательные организации.
Достижение высокого уровня предметной подготовки по математике более чем 50% обучающихся в 2020 году демонстрируют две школы. Также две школы демонстрируют в 2021 году, в 2022 году 6 школ. Отсутствуют обучающиеся с высоким уровнем предметной подготовки обучающихся по математике в 2020 году в 11 школах, в 2021 в 7 и в 2022 году тоже в 7 школах. 9 школ демонстрируют положительную динамику. На слайде следующем продемонстрированы результаты школы проекта 500+. Значительную динамику по результатам ОГЭ и ЕГЭ демонстрирует 6 образовательных организаций. Динамику по результатам ОГЭ демонстрирует 5 образовательных организаций. Динамику по результатам ЕГЭ демонстрирует 11 образовательных организаций. Отсутствует динамика в 3 образовательных организациях. Таким образом, положительная динамика образовательных результатов свидетельствует об эффективности участия школ в проекте 500+. Так, коллеги, мы рассмотрели с вами результаты школ проекта 2021 года. Теперь обратимся к результатам школ, которые демонстрируют школу 2022 года, участники проекта. В 2022 году у нас 29 школ. В таблице представлены данные по результатам ОГЭ 2021 и 2022 года по математике и русскому языку на основании расчета доли обучающихся, продемонстрировавших овладение базовым и высоким уровнем предметной подготовки. В 2021 году базового уровня предметной подготовки по русскому языку достигли 100% обучающихся в 26 образовательных организациях, в 2022 году в 21. И одна школа демонстрирует положительную динамику. Это школа номер 12 Воркуты. В 2021 году высокого уровня предметной подготовки по русскому языку 100% обучающихся не достигли ни в одной образовательной организации. В 2022 году в одной общеобразовательной организации. Достижение высокого уровня предметной подготовки по русскому языку более чем 50 процентов обучающихся в 2021 году демонстрируют 24 школы, в 2022 году 17 школ. Отсутствуют обучающиеся с высоким уровнем предметной подготовки, обучающиеся по русскому языку в 2021 году в одном общеобразовательной организации, в 2022 году в 2. 10 школ демонстрируют положительную динамику. Ручевская школа демонстрирует в 2022 году достижения и базового, и высокого уровня предметной подготовки по русскому языку 100% обучающихся. В 2021 году базового уровня предметной подготовки по математике достигли 100% обучающихся в 24 образовательных организациях, в 2022 году в 8 образовательных организациях. Одна школа демонстрирует положительную динамику. Это школа поселка Нижняя Умбра. В 2021 году высокого уровня предметной подготовки по математике 100% обучающихся не достигли ни в одной образовательной организации. В 2022 году в 3 общеобразовательных организациях. Достижение высокого уровня предметной подготовки по математике более чем 50% обучающихся в 2021 году демонстрируют 6 школ. В 2022 году 5 школ. Отсутствуют обучающиеся с высоким уровнем предметной подготовки, обучающиеся по математике в 2021 году в 4 образовательных организациях, в 2022 году в 2 образовательных организациях. 13 школ демонстрируют положительную динамику. Не сдавали ЕГЭ в 2020, 2021, 2022 году обучающиеся 9 образовательных организаций. В 2020 году базового уровня предметной подготовки по русскому языку достигли 100% обучающихся в 14 образовательных организациях. В 2021 году в 19, в 2022 в 19. Положительную динамику в 2021 году в сравнении с 2020 годом демонстрируют 5 школ. 14 школ сохранили долю 100%. В 2020 году высокого уровня предметной подготовки по русскому языку достигли 100% обучающихся в одной образовательной организации. В 2020 году ни в одной школе.
Достижение высокого уровня предметной подготовки по русскому языку более чем 50% обучающихся в 2020 году демонстрируют 10 школ. В 2021 году эта же цифра, в 2022 году 13 школ. Положительную динамику в 2021 году в сравнении с 2020 годом демонстрирует 11 школ, в 2022 году 8 школ. В 2020 году базового уровня предметной подготовки по математике достигли 100% обучающихся и 10 в 10 образовательных организациях. В 2021 году в 10, в 2022 году в 14 образовательных организациях. Положительную динамику в 2021 году в сравнении с 2020 годом демонстрируют 6 школ, 5 образовательных организаций сохранили долю 100%. Положительную динамику в 2022 году в сравнении с 2021 годом демонстрируют 5 школ, 7 школ сохранили долю 100%. В 2020 году и в 2021 году высокого уровня предметной подготовки по математике 100% обучающихся не достигли ни в одной образовательной организации. В 2022 году в 5 образовательных организациях. Достижение высокого уровня предметной подготовки по математике более чем 50% обучающихся в 2020 году демонстрируют 4 школы, в 2021 году 2 школы, в 2022 году 9 школ. Отсутствуют обучающиеся с высоким уровнем предметной подготовки обучающихся по математике в 2022 году в 8 школах, в 2021 году в 10 школах, в 2022 году в 4 общеобразовательных организациях. 10 школ демонстрируют положительную динамику. Значительную динамику по результатам ОГЭ и ЕГЭ демонстрируют 15 общеобразовательных организаций, что вы видите в таблице. Динамику по результатам ОГЭ демонстрируют 3 образовательных организации. Динамику по результатам ЕГЭ демонстрируют 4 образовательные организации. Отсутствует динамика в 7 образовательных организациях. Таким образом, положительная динамика образовательных результатов свидетельствует об эффективности участия школ в проекте 500+. Поскольку школы вошли в проект только в 2022 году и начали преобразование, то существенные позитивные изменения будут проявляться в 2023 году. Спасибо, Нина Александровна. Итак, коллеги, мы видим, да, что есть положительная динамика во многих школах. Результаты ЕГЭ в целом несколько выше, да, чем результаты ОГЭ в 2022 году. Ну, здесь у нас приведены данные без учета пересдач. Ну, коллеги, мы с вами видим, что результаты ОГЭ, они, конечно, нас заставляют задуматься. И мы видим, что в целом эти результаты, они несколько ниже в 2022 году, нежели в предыдущие годы. Хотя здесь институт делает все возможное для того, чтобы организовать методическую помощь педагогам и организовать помощь в подготовке к ОГЭ для наших обучающихся. Мы запустили в прошлом году уже проект «Личный кабинет обучающегося» по подготовке к ОГЭ для тех ребят, которые не смогли сдать ОГЭ в первую волну, да, и выходили на пересдачу. В этом году мы этот проект запустили раньше, уже для подготовки к ОГЭ для всех обучающихся. Но, к сожалению, мы увидели очень низкую активность ребят, которые принимают участие в изучении материалов, размещенных в личном кабинете. Материалы готовят наши республиканские методисты, члены нашего республиканского методического актива, то есть педагоги практики, которые сами готовят также своих обучающихся по различным предметам государственной итоговой аттестации. Коллеги, вот сейчас бы хотелось получить от вас обратную связь. Знаете ли вы о проекте «Личный кабинет обучающегося»? Принимали ли участие ваши ребята в работе личного кабинета? Может быть, вы сами вместе с ребятами в этом личном кабинете работали? Угу. Так, хорошо. Ага, ну, муниципальные координаторы, конечно, все знают. Елена Владимировна, спасибо, что вы организуете работу в рамках своего муниципалитета. Да, о проекте знаете. Ну, коллеги,
А сейчас мы получили вот буквально в начале этой недели данные о тех ребятах, которые снова не смогли сдать ОГЭ. Достаточно много таких ребят в целом по республике получилось. И среди них есть те ребята, которые в личном кабинете не работали. То есть они должны были летом поработать под руководством учителя, рассмотреть все материалы, но мы видим, что у них 0% освоения материалов. Больше половины из тех ребят, которые снова не смогли сдать ОГЭ, они в личном кабинете освоили от 0 до 10% материалов. То есть даже не используется вот тот инструмент, который для всех доступен. В чем здесь проблема? Мы, конечно, работали все лето с муниципальными координаторами, говорили о том, что необходимо, чтобы эта работа была не только за самим обучающимся, да, но чтобы совместно с учителем. Сели, обсудили, или ребенок изучил материалы, какие-то вопросы с учителем дальше обсуждают. То есть очень важно, что вот это вот взаимодействие педагога и обучающегося, чтобы оно выстраивалось. Ну и, конечно, по возможности здесь надо в школах привлекать тех учителей, которые все-таки учителя сильные. Мы понимаем, что есть у нас школы малокомплектные, что есть школы, в которых нет таких сильных учителей. Ну вот для таких школ как раз мы данный личный кабинет также и разрабатывали. И в муниципалитете эта работа должна была быть выстроена таким образом, чтобы привлекать, может быть, учителей из других школ, да, сильных учителей, вот тот самый методический актив. Поэтому, коллеги, пожалуйста, сейчас мы глубоко анализируем все эти материалы, которые у нас в личном кабинете были размещены. Мы смотрим, да, сколько времени уделяли на изучение тех или иных материалов ребята. И мы его будем совершенствовать в течение вот осени. И затем, конечно, мы приглашаем вас всех к участию в работе обновленной версии личного кабинета. То есть не только для двоечников, да, но и для всех, для подготовки к государственной итоговой аттестации. И, конечно, мы уже запустили серию методических мероприятий для педагогов. У нас уже проходят семинары, начиная с начала сентября, по подготовке государственной итоговой аттестации, по анализу типичных ошибок, которые ребята допустили по всем предметам. Здесь и ОГЭ, и ЕГЭ мы рассматриваем. И, конечно, на заседаниях республиканских методических объединений педагогов мы в первую очередь в этом учебном году на первых заседаниях рассматриваем результаты государственной итоговой аттестации по каждому предмету. Поэтому, коллеги, если еще ваши учителя не подключились к работе республиканских методических объединений, пожалуйста, это сделайте. Все видеозаписи есть в видеозале на нашем сайте, на сайте Института развития образования. Пожалуйста, принимайте участие в этих мероприятиях. Если в онлайн не можете, то в офлайне, пожалуйста, в любое удобное время вы можете ознакомиться с этим материалом. И, конечно, посещайте те методические мероприятия, которые мы проводим для учителей-предметников. Не всегда у нас есть возможность выслать информационные письма индивидуально каждой школе. Общая информация о мероприятиях, она есть на нашем сайте. Если вы считаете, что необходимо, чтобы мы присылали вам письма обо всех методических мероприятиях, не только о тех, которые мы конкретно в рамках проекта проводим, пожалуйста, об этом заявите. Вот можете сейчас даже в чате написать, что вы хотите получать такую рассылку. Но главное, чтобы вы эту почту-то потом просматривали, да? Чтобы мы понимали, что вы информацию получили и что вы придете на данное мероприятие. Коллеги, мы сейчас многие мероприятия проводим уже и в очном формате, поэтому если есть возможность приехать, если есть возможность прийти, Ольга Феликсовна, пожалуйста, ваши педагоги могут прийти непосредственно к нам в институт и поработать с нашими методистами. Школы Сыктывкара, 8-я школа, 38-я, 11-я школа. Так, ну что, коллеги, теперь какие рекомендации мы для вас по итогам анализа результата государственной итоговой аттестации сформулировали? Конечно, прежде всего, в каждой школе необходимо проанализировать те результаты по каждому обучающемуся, которые вы получили. Вот так же в динамике, да, за несколько лет посмотреть. Почему у этого учителя всегда результаты низкие, у этого учителя результаты высокие? Что влияет, да, какие факторы на снижение результатов? Что не дорабатывает первый учитель?
а какие интересные приемы использует второй учитель, который добивается высоких результатов. Да? Провести, вот, может быть, потом такой обмен опытом, если это возможно в рамках вашей школы, конечно, да, если несколько учителей в параллели работают. Конечно, важно определить вот те факторы, которые влияют на снижение результатов. И соотнести свои концептуальные документы антирисковой программы, которые вы в рамках проекта разработали, в части тех мероприятий, которые направлены на анализ результатов оценочных процедур и на работу с рисковыми факторами. То есть вот те факторы риска, которые в ходе анализа результатов оценочных процедур выявили, может быть, вы их не учли в ваших концептуальных документах, в ваших антирисковых программах. Может быть, что-то еще добавить можно туда. Конечно, важно проанализировать участие ваших ребят в проекте «Личный кабинет государственной итоговой аттестации». Мы все материалы направляли нашим муниципальным координаторам, поэтому, коллеги, вы можете запрос направить в адрес муниципальных координаторов, они вам предоставят всю ту статистику, которую мы в течение лета еженедельно отправляли каждому муниципальному координатору, по каждому ребенку, по каждой школе. В динамике все это можно проследить. Кто когда начал работу в личном кабинете и чем все в результате завершилось. Конечно, очень важно, чтобы вы посмотрели, насколько активно ваши педагоги участвуют в методических мероприятиях института. Вот, коллеги, я готовила, когда отчет по выполнению мероприятий региональной дорожной карты, мы туда включили все мероприятия, в том числе методического характера, да, и все методические семинары по подготовке к ОГЭ, ЕГЭ, по функциональной грамотности. Мы проанализировали, сколько из участников того или иного мероприятия это участники нашего проекта. Коллеги, результат нас, конечно, пока не радует. Очень мало педагогов принимают участие в наших республиканских мероприятиях. Коллеги, призываем еще раз, да, сформировать план корректирующих действий, привлекать своих педагогов к участию в методических мероприятиях и, конечно, принять участие в работе республиканских методических объединений. Мы также делали анализ по составу участников республиканских методических объединений и видим, что некоторые школы вообще не представлены в некоторых РМО по отдельным предметам. Коллеги, ссылка для регистрации в РМО, она на портале «Открытое образование Республики Коми» в разделе «Республиканские методические объединения». Пожалуйста, в любой момент каждый может зайти и зарегистрироваться в то или иное республиканское методическое объединение по тому или иному предмету. И затем активно участвовать в работе. Вот у нас сейчас параллельно с нами идут заседания нескольких республиканских методических объединений, учителя могут принимать участие. И в течение сентября еще несколько метод объединений будут у нас проходить. Поэтому, пожалуйста, рекомендуйте коллегам включаться в эти мероприятия. Еще одно интересное и важное мероприятие ожидает нас с вами в конце сентября. Мы проводим методический форум. И в рамках этого форума пройдет интерактивная сессия «Пути преобразования» от команды проекта 500+. Здесь я бы хотела, чтобы к нам сейчас подключилась Ольга Михайловна Селезнева, которая сейчас работает старшим методистом Центра научно-методического сопровождения инновационной деятельности, конкурс продвижения. Так, Ольга Михайловна, мы вас видим. Добрый день, коллеги. Слышно, видно? Да, все хорошо слышно, видно. Ольга Михайловна, пожалуйста, вам слово, какие мероприятия мы запланировали и как у вас выстраивается взаимодействие с теми коллегами, которых мы хотели бы на данном мероприятии увидеть. Да, добрый день еще раз. Вот я думаю, что все уже муниципалитеты, образовательные организации республики получили информацию о том, что последняя неделя сентября будет такой достаточно плотной с точки зрения довольно серьезного республиканского методического мероприятия. Будет проводиться форум, да, где представлено сразу несколько треков. И вот на 28 сентября как раз-таки запланирована интерактивная сессия «Пути преобразования» от команды проекта 500+. Моя задача заключалась в том, чтобы наладить эффективное взаимодействие с теми образовательными организациями и, соответственно, кураторами и представителями школ из проекта 500+, которые внесены в
данную программу. Вот на сегодняшний день я могу прокомментировать следующее. На связь со мной пока не вышли представители 35-й и 15-й школы, то есть я не получила обратной связи и утвердительного или отрицательного ответа о том, что вот будет представлено данное выступление, поэтому пока вот ожидаю от коллег, может быть, взять муниципальному координатору это на контроль. Я думаю, что опыт как раз-таки Ивана Николаевича и Людмилы Ивановны, да, он будет достаточно интересен, потому что они совместно прошли уже довольно серьезный путь в рамках проекта 500+. Так, следующий у нас представитель Ангелина Сергеевна Шуктомова. Она отписалась и, в общем, подтвердила ту тему, которая заявлена. То есть здесь все, в общем-то, остается в силе. Так, насколько я понимаю, Николай Васильевич работал с Мариной Анатольевной, и участие в Уктыла также подтверждено. Вчера общалась я по телефону и по электронной почте с Татьяной Михайловной Казаковой. Значит, здесь тоже участие было подтверждено. Не вышел на связь, точнее, мы общались с Сергеем Александровичем Мартыновым по телефону вчера, но он так и не дал ответ, будет ли он выступать, потому что... Он мне вчера вечером тоже писал. Он отзвонился, да? Да, мы с ним определились, что тема остается такая, и по возможности он подключится. Да, собственно, мы с ним это и оговаривали. Я рекомендовала, чтобы в данный доклад можно включить, да, те моменты, которые вот уже в данном направлении являются новыми, да, и этим вот дополнить, потому что что-то похожее, что-то подобное, такой опыт уже был представлен на одном из весенних семинаров. Так, значит... Далее подтвердили свое участие и сформулировали темы Цилимская средняя образовательная школа. Они заявили тему участия в проекте «Школа Минпросвещения России» как этап школьной системы повышения квалификации педагогов. То есть им есть уже чем поделиться. Педагоги в рамках вот проекта «Школа Минпросвещения России», педагоги Цилимской школы, они прошли обучение, и уже могут, собственно, прокомментировать, да, как вот данные курсы повышения квалификации им помогают в дальнейшей работе. Подтвердили свое участие представители Кибан-Юльской средней образовательной школы. Я смотрю, Ирина Григорьевна Гришина присутствует здесь. Мы с ней вчера и сегодня на связи. Сформулирована тема следующая: как участие в федеральных проектах позволит преодолеть пониженный уровень качества знаний на уровне основного общего образования. И вот среди присутствующих я вижу Любовь Анатольевну Беляеву и Нину Александровну Исакову, представители гимназии иностранных языков Ухты. Но вот по заявленным темам я, к сожалению, вчера не получила обратной связи. Я, коллеги, предполагаю, да, что пока вот до сегодняшнего дня, скажем, писала со своей личной почты, и, может быть, это смущало. Сегодня уже у меня заведена корпоративная почта, поэтому, возможно, обратная связь будет налажена быстрее и более эффективно. Но я тоже бы вот хотела обратить внимание на ту проблему, которую Марина Анатольевна сегодня подняла. Да? То есть мы рассылку делаем регулярно со стороны КРИРО, мы просим убедительно установить обратную связь, дать обратную связь, потому что есть очень важные моменты, решения которых, в общем-то, достаточно большой оперативности требуют. И рассылку мы делаем, но почта, к сожалению, наверное, не всегда просматривается, потому что не всегда понятно, какова реакция адресата, а нам необходимо вот сформулировать какие-то решения, предпринять какие-то шаги. Поэтому убедительная просьба, если вот адресно мы обращаемся, например, в частности, да, по заявленным выступлениям в рамках этой интерактивной сессии, то, пожалуйста, шаги по взаимодействию нам очень необходимы. Да? Либо вы подтверждаете тему, либо вы ее
корректировать. Время до 28 сентября есть, но тем не менее специалисты КРИРО сейчас очень плотно работают над программой. Она уже есть, но тем не менее вносятся изменения для того, чтобы был уже окончательный вариант. Я думаю, что нам нужно с вами вот до выходных с теми, с кем мы еще не проработали, эти шаги завершить. Вот зададим вопрос коллегам. Любовь Анатольевна, Нина Александровна, пожалуйста, обозначьте в чате, получили ли вы от нас эту информацию, готовы ли вы проработать со своей школьной командой по выступлению. Нина Александровна Исакова, Любовь Анатольевна Беляева. Хотелось бы опыт Ухты увидеть. И, Нина Александровна, ваш богатый опыт уже двухлетнего взаимодействия со школами другого муниципалитета, да, в Троицко-Печорском. Вы еще с нами или уже не с нами? Ну, были во всяком случае. Да, замечательно. Любовь Анатольевна с нами будет выступать. Хорошо. По содержанию мы с вами можем отработать наше выступление. Можете с Ольгой Михайловной поработать, можете с Ниной Александровной поработать, можете ко мне обратиться. Мы с вами обсудим, что конкретно мы хотели бы услышать, да, и какие вопросы можно было бы обсудить. Нина Александровна, как у вас? Нина Александровна Исакова. Вы еще с нами? Так, вот Нина Александровна пишет. Угу. Так, хорошо. Нина Александровна тоже готова с нами поработать. Все зависит от того, как ответят школы. Да? Но, по крайней мере, Нина Александровна, вы можете показать свой опыт куратора, как вы выстраиваете взаимодействие со школами. Да? То есть не обязательно школы к этому подключать. Но, конечно, если школы будут с вами вместе, то это будет замечательно. Да? Мы тогда увидим действительно такую командную работу. И, коллеги, хотелось бы, конечно, чтобы муниципальные координаторы тоже подключились к выступлениям вместе со школьными командами. Коллеги, вот у меня вопрос сейчас к Сыктывкару. Кто сейчас от вас выполняет функции муниципального координатора? Лариса Борисовна продолжает эту работу или эту работу сейчас на кого-то другого переложили? Сыктывкар, пожалуйста, управление образования, ответьте. Угу. Хорошо, поэтому, Ольга Михайловна, можно попробовать с Ларисой Борисовной связаться, да, по поводу выступления вот этой школьной команды. Да, Лариса Борисовна была, я знаю, продолжает она или нет. Хорошо, если действительно продолжает эту работу. Коллеги, может быть, кто-то из тех, кто сейчас здесь присутствует на нашем совещании, хочет еще представить свой опыт работы. Коллеги, у нас с вами задача такая, что каждая школьная команда свой опыт представить в течение года должна. Кто-то у нас выступал на международной методической конференции в мае, а кого-то мы заявили сейчас на нашем форуме методическом. И, коллеги, у нас в декабре будет проходить уже итоговая площадка в рамках республиканской стратегической конференции образования, инноваций, преобразования и развития. И все школьные команды должны свой опыт представить в рамках этих мероприятий. Поэтому, коллеги, можете сейчас еще заявиться, пока такая возможность есть. В течение этой недели мы можем еще внести дополнение в программу. Тему мы с вами можем обсудить. Коллеги, пожалуйста, если такое желание возникнет, можете сейчас в чате обозначить, да, мы хотим, и тогда мы с вами свяжемся и конкретно уже обсудим, с какой темой вы будете принимать участие. Либо затем с Ольгой Михайловной можно будет это обсудить. Ольга Михайловна, спасибо. Так, Нившира будет выступать замечательно в декабре. Приозерный и Аджиром. Угу. Так, хорошо. Будете сейчас, да, Татьяна Михайловна? Приозерный и Аджиром будут сейчас в рамках интерактивной сессии. Да, Татьяна Михайловна говорила, что там готовится достаточно серьезный цикл мероприятий с мастер-классами, да, поэтому необходимо немножечко времени на подготовку, чтобы потом этот опыт уже эффективно представить. Да, этот разговор у нас вчера был. Так, замечательно. Трансляция сессии будет организована, да. Но прежде всего все-таки приветствуется именно очное участие в нашем мероприятии. Коллеги, если вы не будете выступать, вы можете присутствовать в качестве слушателя, можете приехать, прийти, пожалуйста, будем рады видеть вас всех в наших стенах Института развития образования, Центра непрерывного повышения профессионального мастерства. Трансляция тоже будет. Так, коллеги, есть ли еще вопросы по данному мероприятию?
Мария Анатольевна, а я вот насколько правильно поняла, вот, ну, в рамках того, как будут работать другие площадки форума, принимаются также видеозаписи выступлений, да, потому что вот у нас по наставничеству гимназия, предположим, будет направлять видеозаписи, коллеги приехать не смогут, но они будут транслировать свой опыт посредством видеозаписи. Да, На да. данной интерактивной сессии в случае чего будет такая возможность, если, допустим, не получится приехать у кого-то? Да, да, такая возможность тоже будет. Ну вот, коллеги, тоже возьмите на заметку, то если желание выступить есть, опыт, которым поделиться тоже имеется, а возможности приехать нет в силу разных причин, то можно подготовить выступление в формате видеозаписи, и оно будет транслироваться в рамках работы интерактивной сессии. Так, спасибо, Ольга Михайловна. Коллеги, есть ли еще вопросы по данному мероприятию? Так, ну, если вопросы будут появляться, вы, пожалуйста, их фиксируйте либо в чате, либо во вкладочке «Вопросы», а мы тогда продолжим. И дальше у нас речь пойдет о тех мероприятиях, которые предлагает нам федеральный оператор, Федеральный институт оценки качества образования. Ольга Михайловна, да, вы можете пока из эфира выходить. Итак, новые проекты, которые нас с вами ожидают в течение второго полугодия. Это, прежде всего, доработка антирисковых программ школами, да, то есть мероприятия, которые нам ФИОКа рекомендует настоятельно осуществить. Мы с вами уже сказали, да, что есть конкретные рекомендации. Это очень интересное мероприятие, которое позволит нам, опять же, критически взглянуть на наши документы и на документы других школ. Это такая взаимоэкспертиза школ. Это марафон школьных педагогических и управленческих практик. И в завершении всех мероприятий мониторинг второго этапа наступления позитивных изменений, и в декабре планируется подведение итогов. Также будет проходить, скорее всего, Всероссийская конференция по качеству образования, на которой подведение итогов будет проходить, и планирование работы на 2023 год. Институт оценки качества образования, Федеральный институт оценки качества образования разработал рекомендации по взаимной экспертизе антирисковых программ и мер, которые мы вам тоже уже направили, которые в личных кабинетах всех участников проекта размещены. Основная идея данной взаимной экспертизы заключается в том, что, конечно, у каждой школы есть свои наработки, у каждой школы разработаны уже свои документы, но тем не менее есть возможность использовать вот такой инструмент взаимооценки не только для того, чтобы освоить какие-то новые навыки, но и для того, чтобы развивать уже имеющиеся. И вот поскольку в ходе проекта 500+, мы с вами учились разрабатывать концептуальные документы, разрабатывать антирисковые программы, то сейчас у нас с вами есть возможность осуществить не только экспертизу своих документов, но и получить обратную связь по разработанным нами документам и осуществить экспертизу документов другой школы, причем это школа из другого региона даже, не из нашего региона, посмотреть, как там идет работа, и также оценить данные документы, дать какие-то рекомендации. То есть работа будет осуществляться в парах школ. Как я уже сказала, да, школа из другого региона. Мы уже список школ получили. Сегодня вечером мы вам его направим для того, чтобы вы увидели, какая школа, к какой школе прикреплена. Там будет адрес электронной почты для того, чтобы установить контакты со школой-партнером. И какой алгоритм нам ФИОКа предлагает. То есть случайным образом вот эти пары школ, они были сформированы в информационной системе мониторинга электронных дорожных карт, и региональные координаторы, мы уже получили эту информацию. Далее школы контактируют непосредственно друг с другом, выбирая удобные для них средства коммуникации и планируют вот такой взаимообмен своими документами. То есть вы должны будете подготовить для школы-партнера свой рисковый профиль школы, который получили от ФИОКа, и свои документы, концепцию развития, среднесрочную программу, антирисковые меры. Направляйте все это пакетом в школу партнера. Ну, коллеги, мы с вами понимаем, да, что направить нужно уже те документы, которые прошли
нашу с вами внутреннюю экспертизу и которые были доработаны, да, то есть те, которые должны соответствовать всем методическим рекомендациям ФИОКа. А далее школа-партнер направляет вам также свой пакет документов: рисковый профиль, концепцию, среднесрочную программу, антирисковую программу. В методических рекомендациях представлены конкретные критерии для экспертизы каждого типа документов и представлены формы, на основании которых вы результаты экспертизы фиксируете. То есть вот это вот разнообразные таблички для экспертизы концепции развития, для экспертизы среднесрочной программы, для экспертизы антирисковой программы. То есть все эти материалы, они готовы, уже представлены, и вам необходимо будет заполнить их на основании анализа документов школы. Школа-партнер также, в свою очередь, заполняет эти документы по вашим материалам. Анализируем материалы друг друга по предложенным критериям. И далее обязательно нужно организовать онлайн-встречу по обсуждению результатов. Возможно, таких онлайн-встреч у вас будет несколько. Да? Может быть, это будет не одна встреча. И даже лучше, если это будет не одна встреча. Очень важно, чтобы в этой встрече приняли участие и руководители школ, участниц, управленческая команда школы, и обязательно кураторы школ тоже должны на данной встрече присутствовать. Если муниципальный координатор к этой встрече присоединится, это будет вообще замечательно. Заполняются формы рекомендаций, школу друг другу направляют, формулируется обратная связь, и далее, после того, как все рекомендации уже будут сформированы, каждая школа размещает результаты работы в информационной системе мониторинга электронных дорожных карт. То есть рекомендации, которые были вами получены от школы-партнера, рекомендации, которые вы сформировали для школы-партнера. И очень важно, чтобы вы вот вашу онлайн-встречу записали, да, и вот эта ссылка на файл, видеофайл записи встречи, она тоже должна быть прикреплена к этим документам. Время у нас с вами на это есть, времени, в принципе, достаточно. Сегодня вечером, да, вот после сразу нашей встречи, я направлю вам всем информацию о распределении пар школ-участников. До 7 октября вам нужно будет обменяться документацией проекта и изучать информацию, начать заполнять формы рекомендаций. Где-то вот до 31 октября необходимо провести встречу, обсудить вызовы и обсудить рекомендации со школой-партнером. И к 1 ноября в СМЭДЭК нужно будет загрузить все документы по взаимоэкспертизе. Вот такая интересная форма обмена опытом, предложена на ФИОКа. Я думаю, что это хорошая форма, которая позволит нам с вами под другим углом уже взглянуть и на наши с вами документы концептуальные, и на документы, которые будут представлены школой-партнером. Подробные рекомендации есть по взаимной экспертизе, и вот конечный результат вашей работы – это вот файл, в котором вы размещаете рекомендации, ссылки на файл записи встречи. Все это в формате PDF загружается в личный кабинет информационной системы мониторинга электронных дорожных карт. Как мы уже сказали, да, очень важно, чтобы в этом процессе и куратор принял участие, и муниципальный координатор. И при необходимости, конечно, вы всегда можете запросить помощь от наших экспертов, от членов консалтинговой группы от института. Коллеги, есть ли какие-то вопросы по данному мероприятию? Я думаю, что рекомендации вы уже посмотрели, ознакомились с ними. Мы их вам направляли, и в личных кабинетах они тоже у всех имеются. Вот это участие во взаимной экспертизе антирисковых программ и мер также будет учитываться как один из критериев вовлеченности школ в проект, в третьем мониторинге вовлеченности школ, который будет проходить в ноябре. Да, то есть ФИОКа увидит, что вы в личный кабинет загрузили эти материалы, и мы получим с вами еще 1 балл по факту участия
во взаимной экспертизе. Так, ну, пока, наверное, перевариваете еще эту информацию. И дальше еще один проект, который ФИОКа нам предлагает, это марафон предметных методических управленческих практик. Те из вас, коллеги, кто принимал участие в методических семинарах ФИОКа, уже об этом знают, как, впрочем, и об взаимной экспертизе. ФИОКа говорит о том, что у школ, конечно же, есть свои интересные наработки не только в области управленческой деятельности, да, не только у управленческой команды школы, но есть интересные наработки и у педагогов. Конечно, в каждой школе есть уникальные педагоги, которые используют интересные методические приемы в своей деятельности, которые могут показать и рассказать, как они ребят вовлекают в свою деятельность по своему предмету, либо в рамках внеурочной деятельности эта работа организуется. Да? И, соответственно, данные практики могут быть представлены вами на региональном и на федеральном уровне. В данном случае нам предлагают поработать в рамках своих муниципальных команд с муниципальными координаторами и записать видеовыступления, а затем публиковать их в открытых источниках. Не совсем еще понятен нам алгоритм осуществления всей этой деятельности, но тем не менее, коллеги, мы с вами можем уже содержательно отработать какие-то направления. Вот, примерное направление ФИОКа нам рекомендует на данном слайде. Это могут быть опыт учителя-предметника, это могут быть методические подходы в преподавании, подходы в воспитательной работе, подходы в управлении школой. Можем уже начать готовить свои выступления. И затем мы будем данные ваши выступления, презентации публиковать на наших ресурсах, региональных и на федеральных ресурсах. А также есть рекомендации по подготовке выступления, по представлению опыта, презентация на 10-12 минут. Вот ФИОКа тут уже нам послайдово расписала, сколько времени на какой вопрос нужно будет отвести. То есть достаточно все это описано неплохо в методических рекомендациях. Вот за что можно сказать большое спасибо Федеральному институту оценки качества образования. Это за то, что все пошагово проработано в методических рекомендациях. Вторая страничка не отображается. То есть все эти материалы, они готовы для нас с вами, чтобы мы их брали в свою практику и их использовали. Итак, коллеги, есть ли какие-то вопросы по тем мероприятиям, которые ожидают нас с вами в ближайшее время во втором полугодии? Пока вы вопросы формулируете, я еще раз покажу контактные данные наших специалистов. Так, вот Ольга Михайловна сказала, что сегодня уже сформировали электронный адрес для нее. Мы его добавим в данную презентацию и рассылочку вам сделаем. Так, и Ольга Михайловна, контактный телефон нам, пожалуйста, тоже направьте, чтобы мы его здесь зафиксировали, по какому телефону коллеги могут с вами связываться при необходимости. Итак, коллеги, пожалуйста, вопросы можно задать в чате. Можно на вкладочку «Вопросы» написать. Так, мы сейчас включим режим обмена файлами. Коллеги, можно скачать файлы сегодняшнего совещания. Это наша презентация, рекомендации ФИОКа, памятки и файл по выполнению дорожной карты на 12 сентября. Так, смотрите, коллеги, в чате Ольга Михайловна написала вам телефончик, по которому с ней можно связываться при необходимости, если срочно что-то необходимо. Ну, по электронной почте, конечно, предпочтительнее. Так, есть ли какие-то вопросы, коллеги?
Отметьте, пожалуйста, удается ли скачать материалы. Так, вот электронный адрес Ольга Михайловна тоже написала. Так, хорошо. Материалы вам для скачивания доступны. Мы сделаем потом рассылочку тоже всем участникам проекта. Пожалуйста, вопросы есть ли еще у кого-то? Предложения, может быть, проблемы, может быть, какие-то? Так, ну что, коллеги, значит, работаем сейчас упорно над анализом экспертизы своих собственных концептуальных документов, антирисковых программ. Еще раз анализируем те документы, которые вы представили в качестве подтверждающих, насколько они соответствуют вашим антирисковым программам. При необходимости корректируем совместно с куратором и вносим изменения в документы, загружаем обновленные документы в информационную систему мониторинга электронных дорожных карт. Желательно выполнить это до 22 сентября, потому что там ФИОКа потом опять будет смотреть, проверять. Да, на электронную почту мы рассылочку сделаем. Так, Светлана Алексеевна, вы у нас какую организацию представляете? Мы рассылку делаем по тем электронным адресам, которые у нас были зафиксированы первоначально при регистрации участников проекта. В анкетах руководители образовательных организаций указывали, и мы говорили о том, что если кто-то еще не руководитель, но является координатором проекта в школе, дополнительно свои адреса мне направляли. Можете также дополнительно свой адрес направить, чтобы мы на ваш адрес тоже делали рассылочку. Так, и, коллеги, если у кого-то есть какие-то изменения, может быть, поменялся руководитель школы, может быть, поменялся куратор проекта в школе. Татьяна Михайловна, да, мы с вами индивидуально проработаем этот вопрос. Пожалуйста, всю информацию об изменениях нам оперативно направьте, чтобы мы делали рассылку на правильные адреса именно тем, кому это необходимо. Так, ну что ж, коллеги, если вопросов у вас нет, Нина Александровна, есть у вас что-то, может быть, еще какие-то ремарки? Спасибо. Благодарим всех, кто нашел возможность присоединиться к нашему мероприятию. Уважаемые муниципальные координаторы, если ваши образовательные организации сегодня не смогли присоединиться к нашему семинару, пожалуйста, проинформируйте их о тех моментах, которые мы с вами обсуждали. Видеозапись, мы надеемся, что будет. И ссылочку на видеозапись вместе с презентацией мы всем участникам проекта направим. Также будет опубликована ссылка на видеозапись в нашем видеозале и на странице проекта на сайте. Да, работаем над ошибками. Это наша с вами первая задача. И обязательно опираемся на рекомендации ФИОКа, потому что они смотрят соответствие именно своим рекомендациям. Мы с вами считаем, что это правильно, что нужно так, а ФИОКа имеет свое мнение и хочет, чтобы все наши документы соответствовали именно их рекомендациям. Так, коллеги, спасибо. На этом мы сегодня встречу завершаем. Спасибо. До свидания.